Это программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах организации летнего отдыха детей и их оздоровления, обучения детей мерам пожарной безопасности в период с июня по август организуется проведение сезонной профилактической операции «Детский отдых». Не только об этом, но также в целом о пожарной безопасности мы сегодня поговорим. Наш гость студии Эдуард Устинов, исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Эдуард Игнатьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще расскажите, как обстоит ситуация сегодня с техногенными пожарами в республике? По состоянию на текущий период в Республике Саха-Якутия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества пожаров это на 1,6%. Если в прошлом году у нас было зарегистрировано 1082 пожара, то в этом году 1065. А также у нас наблюдается снижение количества погибших при пожарах на 11,4%. К сожалению, в текущем году погиб 31 человек в результате воздействия опасных факторов пожара. И в том числе при пожарах погибло 2 ребенка. И также, несмотря на снижение количества пожаров и погибших, наблюдается увеличение количества травмированных при пожарах людей на 57,7%. Это у нас травмы получили 41 человек в этом году, и в том числе 5 детей. Подразделениями пожарной охраны в ходе тушения пожаров спасено от огня 112 человек в этом году и эвакуировано самостоятельно более 700 человек населения. От общего количества пожаров в районе выезда подразделений противопожарной службы республики также отмечается снижение количества пожаров на 15,6%. В этом году произошло 335 пожаров. И, к сожалению, погибло 17 человек, и в том числе 1 ребенок. Также наблюдается в районе выезда подразделений пожарной охраны республики увеличение травмированных. Это на 52% по сравнению с прошлым годом. Это травмировано 26 человек, в том числе и 3 ребенка, к сожалению. Каковы наиболее распространенные причины пожаров? Основными причинами пожаров я хотел бы выделить 3 причины. Это, во-первых, неосторожное обращение с огнем. По данной причине зарегистрировано 543 пожара в этом году, что составляет более 51% от общего количества. При пожарах по данной причине погибло 12 человек и травмировано 10 человек. Вторая основная причина – это нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. По данной причине у нас произошло 230 пожаров. И составляет количество пожаров по данной причине 21,6% от общего количества. И по данной причине погибло 10 человек, травмировано 19. И третья причина – это нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. По данной причине у нас произошло 202 пожара, и что составляет 19% от общего количества пожаров в этом году. И также значительное количество пожаров происходит по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств, то есть автомобилей. По данной причине у нас произошло 54 пожара, это 6% от общего количества пожаров. И хотел бы отметить, что наибольшее количество пожаров у нас происходит в жилом секторе, где с начала года у нас уже зарегистрировано 469 пожаров, это 44% от общего количества. И в жилом секторе у нас зарегистрирована гибель 29 человек и травмировано 35 человек в результате воздействия опасных факторов пожара.
Также у нас значительное количество пожаров это происходит на открытых территориях. Это 348 пожаров или 32% от общего количества. Это горение сухой травы, мусора и так далее. Да? И также у нас, конечно, вот наблюдается увеличение количества пожаров на бесхозных зданиях и сооружениях. По данной причине произошло 34 пожара. Какие сезонные профилактические мероприятия, может быть, проводятся сейчас в настоящее время? Да, в настоящее время в рамках сезона летнего отдыха и оздоровления детей по поручению Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и в соответствии с планами профилактических мероприятий у нас реализуется профилактическая операция «Детский отдых». Она нацелена на обеспечение пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях республики. И всего в летний период планирует в районе выезда подразделений пожарной охраны республики планируется работа свыше 400 объектов летнего отдыха и оздоровления детей. И особое внимание уделяется зонам повышенного риска, таким как объекты, находящиеся в непосредственной близости от лесной зоны, где возрастает вероятность возникновения природных пожаров. Да? Перед началом каждого сезона мы проводим на объектах, задействованных в проведении летнего отдыха и оздоровления детей, это пожарно-тактические учения и пожарно-тактические занятия с участием персонала объектов и также с участием детей. Да, вот, именно проводятся тренировки по эвакуации людей из зданий и сооружений. Такие тренировки у нас помогают снизить панику и повысить уровень готовности к быстрому реагированию и быстрой эвакуации. И с начала сезона нашими подразделениями проведено 113 практических тренировок по эвакуации на объектах летнего отдыха, в которых приняли участие более 800 человек персонала лагерей и более 4000 детей. А какие мероприятия вообще для детей проводятся для обучения, просвещения в области пожарной безопасности? Ну, помимо тренировок по эвакуации мы проводим инструктажи и семинары для персонала объектов, а также различные занятия с детьми. В ходе разъяснительных мероприятий дети знакомятся с правилами поведения при возникновении пожара, как вести себя при пожаре, как его не допустить. Также каждый год мы проводим республиканский конкурс «Пожарная безопасность глазами детей». Это конкурс рисунков. Целью данного конкурса является не только пропаганда пожарного дела, но и повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и воспитания у детей, у подрастающего поколения гражданской ответственности. С какого возраста чаще всего уже обучают детей пожарной безопасности? У нас охват это, как и везде, во-первых, это для детей младших возрастов мы проводим различные викторины, веселые эстафеты пожарной безопасности. И также для детей старших возрастов проводим соревнования по пожарно-спасательному спорту, экскурсии в пожарной части, которые помогают детям ознакомиться с профессией пожарного и спасателя. Каким самым важным навыкам надо в первую очередь научить ребенка, что он должен знать и чему учить опасно, условно говоря? Для самых маленьких детей
Что касается тушения пожаров, да, то для маленьких детей этот навык не является приоритетным. Главное научить их безопасной эвакуации, куда, как и как бежать в случае пожара, как действовать, если на пути возникло препятствие, это дым на лестнице и так далее. Все обучение детей должно быть сосредоточено на отработке практических навыков безопасной эвакуации. Расскажите, пожалуйста, об акции «Предупреди пожар, установи АДПИ». Насколько вот она эффективна и вот пользуется популярностью? Ну, АДПИ – это автономный дымовой пожарный извещатель. Эти устройства работают независимо от внешних источников электрического питания и оснащаются встроенными аккумуляторами, батареями. Они реагируют на появление дыма или продуктов горения и издают громкий звуковой сигнал, оповещая об опасности. Благодаря автономной работе такие извещатели могут быть установлены в любых помещениях без необходимости подключения их к электросетям. Мы рекомендуем устанавливать такие устройства во всех жилых домах, особенно где проживают многодетные и социально уязвимые категории граждан. Результатами внедрения автономных дымовых пожарных извещателей является это, можно сказать, снижение риска возникновения трагедий. Это своевременное оповещение помогает спасти жизни и минимизировать материальный ущерб. В некоторых случаях эти устройства стали первым сигналом о пожаре в домах, где отсутствовали стационарные системы безопасности. В текущем году в результате срабатывания автономных дымовых пожарных извещателей самостоятельно эвакуировались при пожаре 34 человека, из них 6 детей, а также спасено 6 человек. Социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ», она проводится по инициативе Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Акция стартовала 5 лет назад, и с тех пор ежегодно собирает все больше участников. За это время у нас было установлено 1000 устройств в жилых домах по всей республике. А может быть, пожелания к завершению эфира для телезрителей? Да, обращаюсь к жителям и гостям республики. Необходимо отметить, что дисциплинированность, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будут гарантией защиты от пожаров. Это у нас в интересах каждого из нас. Любая неосторожность в обращении с огнем может обернуться бедой для вас, для других людей. Поэтому просим соблюдать простые меры пожарной безопасности. Спасибо, Эдуард Спасибо. Игнатьевич, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.